В Республиканском медиа-центре организаторы фестиваля «Зима начинается с Якутии» рассказали о мероприятиях и событиях, которые будут проходить с 27 ноября по 1 декабря в республике. Это гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», фестиваль «Тепло Якутии», конкурс детского творчества «Бриллиантовые нотки», выставка-ярмарка «Сделано в Якутии» и конкурс «Строганина-2019». За эти дни пройдет более 30 разного рода культурно-спортивных, предпринимательских проекта. Очень большой спектр нам готовят предприниматели гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». И, конечно же, в этом году у нас есть новшество. Это сегодня вот министр рассказала, что будет показано для иностранцев, которые специально прибывают и купили туры из Кореи, из Германии. Им покажут традиционную нашу муха на примере Намского района. Да? Они выедут туда, и мужчины покажут, как ловят карасей в зимнее время. Также пройдет фотоконкурс для иностранных студентов, которые учатся в Якутске. Иностранцы по условиям конкурса в назначенный день за 3 часа сделают фотопортрет столицы. Также одними из новых мероприятий станет заплыв любителей зимнего купания и конкурс на приготовление нового продукта. Амбициозное решение для того, чтобы погрузить наших жителей республики в создание соуса для рыбы, для мяса. Мы все с вами везем из Якутии нашу продукцию, когда выезжаем, например, в ту же Москву. И мы очень хотим, чтобы вместе с рыбой и с мясом везли также соусы. Поэтому мы приглашаем поучаствовать в этом замечательном конкурсе и очень надеемся, что рождение нового продукта состоится в рамках «Зима начинается с Якутии». Кульминацией фестиваля станет зажжение 1 декабря Дедом Морозом и Чисханом первой стране новогодней елки, а после состоится передача эстафеты «Новогодняя столица России». Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. В честь 85-летнего юбилея школы номер 7 во Дворце детского творчества состоялся торжественный концерт, в котором приняли участие учащиеся и выпускники школы. В приветственном слове глава Якутска поздравила с юбилеем одной из старейших школ города и отметила достижения не только руководства, педагогов и учеников школы, но и ее выпускников. Не каждая школа может на сегодняшний день с гордостью говорить об участии своего педагогического коллектива и своих выпускников в Великой Отечественной войне. То, что вы храните память о своих фронтовиках, о тех, кто пал, защищая нашу Родину, и благодаря которым мы сегодня имеем возможность развиваться, жить, радоваться, достигать каких-то успехов, это, конечно, очень замечательно и похвально. Огромное количество достойнейших выпускников школы, учеников, это, конечно, ваша отдельная гордость. Многие из них гордость не только вашей школы, но и нашего города. И, конечно, это огромная заслуга педагогического коллектива. Сегодня я размышляла, кого же я знаю из выпускников 7-й школы, и с удивлением обнаружила, что среди моих ближайших коллег, которые занимают ключевые должности на сегодняшний день в окружной администрации города Якутска, почему-то удивительно большое количество выпускников 7-й школы. Директор школы Светлана Федорова с особой благодарностью отметила учителей, ветеранов педагогического труда за их плодотворную совместную работу. 85 лет, может быть, это для всеобщей истории очень короткий миг, но для нашей школы это солидный возраст. Есть крепкий фундамент для новых витков развития, для новых дел и успехов. И принцип преемственности, я считаю, нужен не только в обучении детей, но и в подборе, расстановке педагогических кадров. Особую касту в нашем педагогическом коллективе составляют наши учителя-ветераны. Вот Варвара Павловна перед вами выступала, она отдала 40 лет нашей школе. Блюмер Любовь Александровна, учитель химии, 31 год проработала. Татьяна Капитоновна Седых, 37 лет. Зоя Егоровна, 39 лет. Они у нас
сегодня работают не потому, что они такие заслуженные, долго работали, и нам неудобно их просить там отдыхать, да? Они работают потому, что они сегодня в числе первых. Школа была образована осенью 1934 года и является первой средней школой в Якутии. Сегодня по численности обучающихся она входит в 5 крупнейших школ города Якутска. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Табагинская школа отметила свой 60-летний юбилей. Датой образования школы считается ноябрь 1959 года. Но по итогам исследований школьного музея в этом году найдены документы конца XIX века по созданию церковно-приходской школы в селе Табага. И мы подняли все-таки архивные исторические справки, где общественным приговором, оказывается, был такой ранее, в 1892 году было указано Советом старейших открыть в Табаге, в старой, здание школы церковно-приходской. И тогда нам в этом году насчитывается 127 лет. Вот эти документы сейчас на оформлении, на обсуждении, для того, чтобы в следующем году мы смогли отметить сразу после 60-летия 128-летие, если будет такое принято. Это у нас праздник, это праздник для детей, поэтому мы своих деток привезли в город, привезли сюда демонстрировать свои ресурсы на фабрике звезд. В юбилейном концерте под названием «Фабрика звезд» ученики продемонстрировали свои таланты. Как отметила глава Якутска, проекты, которые реализуются преподавателями и учащимися Табагинской школы, впору передавать другим школьным заведениям не только в городе, но и во всей республике. Проекты школы, они очень разнонаправленные. Это и краеведение, это и история, это и современные технологии, и это точка роста. Одна из немногих в городе Якутске, что является достижением и школы, и учителей, и учеников этой школы. И то, что в рамках народного бюджета вы не пошли, как все, ставить скамейки или что-то там бетонировать, а именно создаете сайт, создаете свой уникальный продукт со своим уникальным наполнением, и причем это даже вот не в каком-то нашем таком местечковом формате делаете, а уже с привлечением специалистов аж из самой Москвы. Но это тоже говорит о том, какие вы себе ставите планки. Потому что очень правильно делают ребята, ваши учителя, когда ставят перед вами высокие цели. Это как в спорте. Чем выше планка, тем выше достижение. Поэтому никогда не останавливайтесь ни на чем таком среднем. Не позволяйте себе ничего такого среднего. Всегда стремитесь к лучшему. Гордость любой школы – это ее ученики. Каждый год ученики и учителя школы активно и достаточно успешно участвуют в различных городских и республиканских мероприятиях. От управления образования, от себя лично поздравляю Надежду Александровну и коллектив Табагинской средней школы с юбилейной датой. И хочу пожелать еще больших успехов в учебе, во всех отношениях. Вот нынче мы сделали точку роста, и отныне уже у нас очень много мероприятий проходит на базе школы. И коллективу хочу пожелать творческих успехов, понимающих родителей и умных детишек. Табагинская средняя общеобразовательная школа находится в 30 километрах от города и является центром образования 3 населенных пунктов. Учеников развозит школьный автобус 2 смены. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Окружная администрация Якутска и фонд «Семья для ребенка» в рамках Года добрососедства провели семинар-тренинг «Добрососедство как технология развития территории». Специально для проведения семинара приехал Сергей Кузнецов, руководитель общественного проекта «Добрые соседи», координатор ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей». На встречу с Кузнецовым пришли активисты-общественники, представители советов, общественной палаты и администрации города Якутска, некоммерческих организаций и волонтеры. И ведем активную общественную работу у себя в микрорайоне. У нас несколько направлений. Это и раздельный сбор, и экология, спорт, и ЗОЖ. Мы проводим различные мероприятия. Это благоустройство. Провели не один субботник. Очень много мероприятий у нас в подчинении жителей. У нас есть результаты хорошие. Действительно, жители тянутся. Не сразу у нас все получилось. Были проблемы, многие не понимали, зачем нам это нужно. Я думаю, это все как-то влияет на устойчивость нашего микромира, поэтому мы эту работу будем продолжать. И буквально завтра мы собираем
теперь уже мамочек нашего микрорайона. То есть у нас все по разделам, по сообществам, вплоть до кошек, до собак. Как отметили участники и ведущие тренинга, взаимодействие соседей сегодня выходит на новый уровень в связи с серьезными изменениями в жилищном кодексе. От того, как складываются наши отношения с соседями, как принимаются коллективные решения, зависит и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние домов, дворов и шире муниципалитетов. Решение по управлению домом, то, что у нас есть в жилищном кодексе, это как раз та самая точка взаимодействия с соседями, которая нас объединяет и которая обязывает. Если мы всегда говорим, что нужно что-то сделать с соседями, давайте пойдем на субботник или давайте пойдем пить чай, то здесь кто-то любит чай, кто-то водку, кто-то еще что-то, абсолютно. А когда ты говоришь, что нам это надо, и это написано в жилищном кодексе, то где? Говорит, общее собрание, потому что мы обязаны, все собственники, все соседи, приходить раз в год хотя бы и взаимодействовать. Если мы придем и там только начнем знакомиться и ругаться, и выяснять отношения, то у нас ничего не получится, и дом может развалиться. А если у нас если мы туда придем уже подготовленные, то тогда у нас получится хорошо. Участники семинара обсудили технологии и практики развития территории, поделились опытом создания полезной для жильцов инфраструктуры. Татьяна Павлова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Окружная администрация города Якутска приглашает на практическую конференцию «Муниципальные закупки, вехи развития и перспективы», посвященную 15-летию профильного управления. Конференция состоится 28-29 ноября 2019 года в городе Якутске. На мероприятии будут рассмотрены вопросы по выстраиванию эффективной системы закупочной деятельности с учетом изменений в законодательстве. Выстраивание эффективной системы закупок – это работа не одного года, многих лет. И к 2019 году я считаю, что у нас в городе Якутске выстроена система централизованных закупок в той мере, в котором мы хотели бы показать. И для того, чтобы показать ту систему, которая у нас на сегодняшний день действует, мы решили, провести конференцию практическую, поделиться опытом. Мы попытались охватить абсолютно всех участников закупочной деятельности, начиная от заказчиков и руководителей контрактных служб и участников в виде предпринимателей и бизнесменов. Участие в нашей конференции бесплатное, поэтому мы приглашаем всех муниципальных заказчиков Республики Саха-Якутия, всех заказчиков, которые работают по 44 и по 223 в городе Якутске, и всех контрольных органов, которые в силу своей деятельности тоже задействованы при работе, при деятельности заказчиков по 44 и по 223. Данная конференция является уникальной возможностью получения самой актуальной информации в сфере закупок от ведущих лекторов России и будет интересна для всех специалистов, связанных с закупками. Хотите перевести свою жилую площадь в рабочий офис или наоборот, но нехватка времени и большие очереди заставляют вас откладывать это дело на потом? Не ждите завтра. К вашим услугам портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru.